Добрый день. Добрый день. Мы на кухне ресторана 033, брастерии одного из немногих мест в Москве, где готовят бельгийскую кухню. И шеф 033 Сергей Сергеевский покажет нам одно из самых главных бельгийских блюд и одно из самых простых. Льежский салат. Льежский салат – это то, что было придумано в Льеже очень много веков тому назад. Очень популярно и подается обычно как основное блюдо. Это горячий салат. Ага, то есть это такая нелегкая история. Такая совсем нелегкая история, да. Такая народная вещь. Традиционно состоит из фасоли, картофеля, какого-то свиного жира, красного лука и обычно заправляется в Бельгии красным винным уксусом. Но мы эту историю немножко изменили. Русифицировали. Русифицировали, так сказать, сделали более интересной. Мы делаем такой эмульсионный соус, чем-то похожий на майонез. Он будет стоять у нас эмульсионный соус красного винного уксуса, дижонской горчицы, желтка, оливкового масла. Я уже вижу, что он у нас уже готов. Да, вот у нас даже есть в готовом виде. Очень похож на майонез. Да. Чего себе у вас горчицы. Надолго ли вам хватает такой банки? Буквально на 2-3 дня. В Бельгии любят горчицу. И язык. Язык говяжий, да. Тоже традиционная история? Или это вы... Ну, это не традиционная история, такое небольшое отхождение, так как льежский салат, как, в принципе, больше в России каждый готовит кто как хочет. Мы вот решили его подавать с говяжьим языком. Нарежем красный лук. Картошка. Очень быстрое приготовление, очень просто. Не отнимает много времени. Практически молниеносно готовится. Ладно, ингредиенты вместе. Как долго надо ее держать? Так у нас, в принципе, посуд бланшированный картофель отварной. Примерно будем ориентироваться на лук. Как лук приготовится, примерно где-то 3-4 минуты. А каким должен быть лук? Лук должен быть таким немножко карамелизированным. А майонез тоже кладется на сковородку? Да, можно на сковородку положить, мы сейчас так и сделаем. То есть главное положить майонез, очень быстро перемешать и подавать к столу. То есть, по сути, это такое быстрое рагу, а не салат. Ну, можно так сказать. Да, очень похоже. Видите, нарезать его по-разному. Кто-то нарезает кружочками, кто-то более крупно, кто-то более мелко. Добавляет помидоров на торце. Наверное, все спорят, да, вот моя бабушка готовит льежский салат вот так. Или кто же так готовит льежский салат? Абсолютно верно. Наш льежский салат. Традиционный очень для Бельгии продукт, тимьян. Кстати, входит в основную гармонию вкуса бельгийской кулинарии. Всегда идет фоном. Вот мы обжарили, все у нас готово. Добавляем наш соус. Перемешиваем салат. Выкладываем в тарелку. Так, у нас салат горячий. Сейчас мы немножко же в остатках соуса прогреем язык. Переворачиваем, обжариваем с двух сторон. У нас нет задачи сильно его обжарить, у нас есть задача прогреть, чтобы салат не был. Потому что он и так уже готов. Да, он уже готов, чтобы не был жестким. Твердый салат. Вот наш льежский салат готов. Перчик. Пойдемте пробовать. Льежский салат, так у нас бельгийское заведение, я традиционно своим бельгийским пивом, которое является всемирным наследием ЮНЕСКО. Мы подготовили триполь, который очень прекрасно подходит к этому салату, в котором нет цветочные вкусы, очень мягкий хмелевой вкус, очень прекрасное сочетание, и триполь помогает расщеплять жиры, находящиеся в льежском салате. Что такое триполь? Триполь — это когда в 3 раза больше солода, чем в обычном пиве. Немножко русифицированный льежский салат. Ну, правда, как рагу. Быстрое, легкое, горячее. И триполь. Ресторан 033. И его шеф Сергей Сергеевский. Приятного аппетита. Пока. Пока.